Uno, dos, tres, cuatro. Добрый вечер, уважаемые зрители саранского паблика «Доска позора». Я думаю, вы меня знаете. Меня зовут Наумов Сергей Геннадьевич. Также ставший известным благодаря нашим доблестным средствам массовой информации, заинтересованным в шок и сенсация, как адвокат в бандане. Не сомневайтесь, бандана у меня есть, она у меня всегда с собой, всегда со мной, поэтому, я думаю, для представления достаточно. Тема сегодняшнего моего обращения к вам связана с бушующими уже несколько лет, как оказывается, адвокатскими войнами и, в частности, фронтом, одним из которых стала Республика Мордовия. В нашей республике, я думаю, вы знаете, в свое время бушевали не только адвокатские войны, но и бандитско-ментовские, которые, естественно и логично, в силу экономических и политических закономерностей завершились полной победой ментовской части. Так сформулируем, не побоюсь этого слова, именно так, поскольку такова была политико-экономическая ситуация. Ну, естественно, исходя из того, что источники подпитки кончились, подпитки финансовой, и адвокатам объективно стало нечего есть, они начали есть друг друга. Я, собственно говоря, был несколько далек от этой тематики и проблематики, поскольку был у меня, скажем так, фронт работы и понимание, как можно в конце концов работать и зарабатывать себе на жизнь. Не сказать, что на достойный кусок хлеба, но, скажем так, как мне казалось, на реализацию проектов хватало. А вот весьма плотно желающие хорошо жить на прежнюю ногу амелинской группировки, возглавляемой однофамильцем этой группировки, господином Александром Ивановичем Амелиным, жизнь, конечно, подкинула серьезный вопрос, связанный с тем, что истощение финансовых ресурсов привело к тому, что надо было решать, кого из адвокатов съесть первым. Попытка была сделана на адвокате Миронове, скажем так, где наш действующий адвокатский футболист, по сути дела, получил хороший опыт, достаточный опыт для того, чтобы, осмелев, попытаться всем неугодным, несогласным с его безумной кадровой и, прежде всего, финансовой политикой. Прежде всего, финансовой политикой, потому что кадровой политики как таковой нет, она сводилась к тому, что кто, по сути дела, официально легализованную взятку, это именно так и называется, надо называть вещи своими именами, легализованную взятку заплатит, тот и получит статус адвоката. И эта ситуация, по сути, привела к тому, что Адвокатская палата Республики Мордовия стала одной из многих региональных адвокатских палат, где москвичи, жители Подмосковья или желающие работать там, приезжали в Мордовию, сдавали экзамен, покупали, собственно говоря, свои удостоверения, естественно, ехали в Москву разгонять тоску, зарабатывать себе на жизнь, пополнив в том числе и карманы нашему мордовскому резиденту. Естественно, не всем это нравилось. Я этих обстоятельств не знал. Но, что называется, оказывается, очень многих такая политика мордовского президента достала, мягко говоря. И, собственно говоря, пошли прямые обвинения, высказываемые Александру Ивановичу Амелину, в том, что он, мягко говоря, злоупотребляет своими полномочиями. Естественно, ответная реакция не заставила себя ждать. В частности, Санек, он не заслуживает вежливого обращения к себе. Так вот, Санек решил, что он может брать на себя функцию судьи адвокатского суда, который будет судить, естественно, адвокатов. К чему это привело? К тому, что я совершил, конечно, ошибку, вспылил, когда поругался с Эльдаром Ислямовичем Сюбаевым,
немножечко поругался. Я-то считаю, что я не ругался, ну, это была та самая ситуация, когда он потребовал бегом переоденься. Я сказал, я не побегу. Ну и там в ходе судебного заседания, если есть желание, можете почитать протокол. Я могу сбросить, если есть желание. Здрасте, Павел. Вот, и сегодня продолжилась эта ситуация. Наших адвокатских войн прекратили статус адвоката Дмитрию Ивановичу Волкову. Говорю об этом грустно, с печалью. Почему? Потому что он решил пойти дальше, чем я. В том плане, что, по сути, официально Дмитрий Иванович отказался, не то что официально, он сделал несколько запросов, на которые ни адвокатская палата, ни федеральная палата не ответила. И, соответственно, он задался вопросом, а какого черта он будет платить этим жуликам и мошенникам, которые за наши же деньги, имеют тут деньги адвокатов, ничего не делают, мягко говоря, ничего не делают, делают нам только хуже, вот что они делают, и еще и указывают нам. Он отказался платить взносы, и это стало формальным поводом для возбуждения дисциплинарного производства, в конце концов, в отношении него. И, как выясняется, в итоге сегодня на основании этого формального повода ему прекратили статус. Вы можете сказать, ну, слушайте, вы же взрослые люди, как закон обязывает вас платить обязательные сборы, да, то же самое, как налоги. Но вот возникает вопрос такого рода. А почему именно Амелинская группировка, которая имеет численный перевес, ну так получилось, что они использовали свою организованность, в хорошем смысле, я вот за это их уважаю, потому что считаю, хоть он и негодяй, наш Санек, главный адвокатский футболист, но он сумел использовать численный перевес и в результате просто-напросто поодиночке, естественно, выгнать всех адвокатов из адвокатской палаты, те, кто, по его мнению, ему добрейшего мешает жить. Понимаете? К чему это приведет? Ну, собственно говоря, меня, как одного из главных пострадавших по данному делу, мое почтение, как одного из главных пострадавших по этому делу уже приглашали на конференции, ну, чтобы я высказал свою позицию. Я думаю, что я вполне достаточно культурно, вежливо и не стыдно с точки зрения представления именно Мордовии, да, ну, вот такой человек. Раз уж так получилось, что я стал представлять в Мордовии оппозиционную адвокатуру, так сказать, я считаю, что я выступил достойно и, в принципе, не ударил, что называется, в грязь лицом и бандану не уронил. Вот. С одной стороны. А с другой стороны, вот получается, что, по сути дела, юридический консильери, в свое время он был консультантом всех наших вот этих мордовских группировок. И вот он теперь указывает нам, как нам себя вести. То есть тем адвокатам, которые не были замешаны вот во всей его вот этой ментовско-бандитской той ситуации, когда он пытался, выполняя роль связующего между теми и другими, порешать вопросики. И эти методы, старомодные методы, как вчера сказал один из моих доверителей, молодых директоров, я надеюсь, действительно успешных, по возможности в ближайшем будущем, потому что лично мне хочется, чтобы Мордовия развивалась. Так вот, действуя вот этими старомодными методами, он решил наводить, как он представляет, я имею в виду наш адвокатский Санек, футболист, порядок. К чему это приведет? Ну, очевидно, что это уже привело к тому, что адвокаты, я думаю, поставят вопрос не просто о доверии, а о том, чтобы, ну, доверие конкретно вот к адвокатскому вот этому нашему мордовскому резиденту рано или поздно поставят вопрос. Хотя я вижу, что они очень конформные, бесхребетные, как проститутки, короче. Почем купил, потом и нагнул. Пусть подают на меня в суд. Если кто-то из адвокатов на меня подаст в суд за эти слова,
Блин, я пожму ему руку и скажу: слушай, ты все-таки не проститутка. Извини. Вот, как в том самом анекдоте про Вовочку. Помните, да? Потому что уважения сейчас к мордовской адвокатуре нет. Объективно нет, она не заслуживает. Бухают многие, бледуют. Я думаю, знают, кто бледует. И просто-напросто продают своих доверителей. Как это было в отношении тех самых людей, которых судили судом присяжных. Я высказываю в данном случае не свое мнение, а цитирую одного из моих сейчас защищаемых адвокатов. Ну, кому надо, тот поймет, потому что он был защитником этих людей, которых судили на длительные сроки. Непродолжительное время, потому что они поняли, что человек, который выполняет свою работу профессионально в адвокатуре, сейчас в Мордовии, к сожалению, не нужен. Спасибо вам за внимание, наши уважаемые зрители. Если вы все-таки уделили время вот этой видеозаписи, и если вы считаете, что те вопросы, которые я озвучил, они представляют общественный интерес и значимость, ну что, я не буду вас просить ставить лайки, я буду вас просить писать объемные пространные комментарии, и я надеюсь, что вам не безразлично. Вот это самое важное. К сожалению, безразличие — это то, что сейчас убило мордовскую адвокатуру. Спасибо вам.